На руках начинаем работать. Сопротивление. Пять лет я служил на подводном флоте, и там и познакомился с борьбой. Был во Владивостоке в учебном отряде подводного плавания, и там было первенство школы, вот, и там отобрали кто желающий. И я начал без никакой подготовки бороться, и где-то второе место занял там. И потом нас перекинули там на Северный флот, там боролся и первенство Северного флота, первенство флотилии, первенство школы. В общем, всю службу я по возможности выступал, тренировался. Меня из нашей деревни Самаркандской области тоже вытянул в Ташкент. И вот так началась наша спортивная карьера. Я из старого клуба, такого, еще в сталинские времена там клуб был, я его отремонтировал и там создал как бы секцию борьбы. Вот. И у нас довольно-таки успешно мы там работали вот, с братьями. Мы оттуда начинали с Солнечной долины, когда еще здесь ничего не было. Вот. В Солнечной долине, в подвале под детским садом начинали. У нас вот Ленур, наши сыновья начинали там заниматься, вот, в подвальном помещении. Вот. Оттуда чемпионы наши первые. Вот. Первый чемпионат Украины по юношам. Мы дали сразу 3 чемпиона, призера. Там вся Украина в шоке была. Ну, оттуда и началось, в общем-то, наш старт. Вот. А сейчас у нас вот создали для себя условия сами, вот, братьями, сами построили спортзал и сами занимаемся. У нас вообще 5 братьев в семье, 5 братьев, да, но 2, они больше строители, вот, они строили здесь, ну, мы вместе все поднимали этот спортзал, вот, готовили базу для наших будущих чемпионов. Вот. И вот видите, как ребята сейчас на данный момент, школа уже создана, давно работает. И будем выдавать чемпионов. Ребята очень хорошие, есть перспективные, которые там и Россию выигрывали, и Украину выигрывали, в общем-то, да, международные турниры выигрывали. Мой сын тренируется тоже мастер спорта. Сын старшего брата Исмета тренируется, он вообще мастер международного класса. Было понятно, что я пошел по стопам отца, а так вообще 6 лет, вот братишка вдвоем играли что-то, спросили, хотите пойти или нет. Нам было это очень интересно, маленькие дети. Пошли, понравилось, затянулось. Потом это все так, без этого уже не можем. Мне это с детства начало нравиться самому. Не то, что там отец тренер, там еще что-то, самому понравилось. Сейчас я уже больше работаю как и тренер, и спортсмен, то есть совмещаю, работаю со своими ребятами в парах. Ну, мне это нравится, это моя жизнь. Я занимаюсь с 6 лет греко-римской борьбой. Она мне очень нравится. Это мужской спорт. Он, наверное, самый мужской. Это и олимпийский спорт, где можно попасть на мировую арену и побороться на ней. А я планирую в дальнейшем заниматься. Я хочу как минимум попасть на чемпионат Европы, а дальше больше. Готовимся сейчас на
большие соревнования. Сейчас международные турниры у нас будут проходить. Сейчас ближайший февраль-март. В апреле там Европа тоже подходит. Ну, стараемся подготовить ребят максимально. Результат хотим показать хороший. Греко-римская борьба – это силовая борьба. Там здесь сила, ловкость и быстрота. Ну, другие там вольная борьба, за ноги берут. У нас такого нет. Подножек у нас нет, удушающего нет. У нас чисто силовая, красивая борьба. Она из-за этого называется классическая. Классика – это как бы название одно говорит за себя. Уже никуда не денешься. Вот. Спорт затягивает всех, там и семья, и жены, и дети, все в спорте, в общем-то, они вот. На лето к нам приезжают на сборы, другие команды, мы с ними готовим, жены помогают, готовят. В общем-то, жизнь такая спортивная во всех наших семьях, в общем-то. Все подключены к этому. Это смысл жизни, можно сказать. Ну, он дает мне все, много чего дает. Какие-то позитивные моменты, какие-то, бывает, иногда расстраиваешься, но идешь к какой-то цели. Есть какая-то цель определенная, стремишься, хочешь добиться чего-то. Ну и также показываешь детям нормальный образ жизни, чтобы не ходили маленькие дети, не там по углам и все остальное, родители не переживали. Они знают, что они привели сюда, есть такие ребята, которые добились чего-то и смотрят на них, и они работают. Как бы все родители вот здесь сидят, они всегда спокойны за своих детей. Вот как бы мы работаем, можно сказать, для детей и сам для себя.